эту встречу заместитель начальника управления ГИБДД открывает статистикой дорожно-транспортных происшествий за 9 месяцев текущего года. В нашем регионе за это время произошло 155 ДТП, в результате которых 57 человек погибло и 262 получили ранения различной степени тяжести. По сравнению с 2016 уровень аварийности на дорогах снизился, правда незначительно. По-прежнему пугает количество аварий с участием несовершеннолетних. На территории республики совершено 21 дорожно-транспортное происшествие с участием детей, в результате которых двое несовершеннолетних погибли и 25 еще получили ранения различной степени. На вопрос о том, каковы основные причины несчастных случаев на дорогах и с чем они связаны, заместитель начальника управления ГИБДД ответил следующее. В первую очередь это превышение скорости движения. По этой причине у нас совершено практически треть дорожно-транспортного происшествия от общего количества. Следующим нарушением, которое являющимся основной причиной совершения ДТП, это выезд на полосу встречного движения, нарушение правил дорожного движения. Что же касается пешеходов, то эта категория по-прежнему самая незащищенная. От летящих машин не спрятаться, не скрыться, а последствия для здоровья от наезда такого скоростного водителя самые плачевные. В лучшем случае переломы. Есть и другая сторона правонарушений – сомнительные действия самих сотрудников ГИБДД. Я считаю, что сотрудник ГИБДД неправомерно себя ведет. Что мне в этом случае, куда обращаться, как пожаловаться? Если вы полагаете о том, что сотрудник госавтоинспекции ведет себя неправомерно, во-первых, на патрульных автомобилях, на всех стационарных постах у нас размещены телефоны доверия. Вы можете набрать этот телефон на всех патрульных автомобилях, и на постах они есть. Поэтому вы можете набрать этот номер и предъявить свои претензии относительно, по вашему мнению, неправомерного действия сотрудника госавтоинспекции. Заместитель начальника отметил еще один не менее важный момент, из-за которого также случаются происшествия на дорогах. По поводу дисциплины участников дорожного движения. К сожалению, анализ совершения дорожно-транспортных происшествий на территории республики свидетельствует о том, что все эти дорожно-транспортные происшествия они возникли в большей части вследствие умышленных нарушений правил дорожного движения. И вследствие этих нарушений мы имеем такое количество погибших и раненых в республике. И здесь напрашивался вопрос по поводу недавнего ДТП на федеральной трассе. Был сбит парень, пешеход, и неизвестные скрылись, как известно, на машине, бросили ее, и в итоге парень погиб на месте. Я хотел спросить, что проводится, какая проверка по этому поводу, что известно, и как было известно, эти гонщики там гоняли на машинах, какое наказание их ждет? У нас имеется видеоматериал, в том числе моменты совершения этого наезда. В течение часа машина была установлена, задержана, он ее бросил на другой территории и скрылся с места происшествия. Водитель также был установлен, он задержан, возбуждено уголовное дело, ему грозит уголовная ответственность по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса, поэтому не будем опережать события, идет следствие. В ходе следствия следователи устанавливают все обстоятельства, виновен он, не виновен, будет в ходе следствия так установлено, соответственно, будут приниматься дальнейшие процессуальные решения. В завершении пресс-конференции Магомед Аздоев поблагодарил всех собравшихся и отметил, что и впредь сотрудники будут продолжать активную работу по снижению числа дорожно-транспортных происшествий путем проведения рейдовых мероприятий и взаимодействия с населением. Эти меры должны помочь нормализовать ситуацию на дорогах региона. Микаил Тангиев, Адам Кадзоев, Новости 24.